Таких масштабов стачки никто не ожидал. В общем-то, теоретически я был в верхнем эшелоне власти, но все забывают, что законодатель. Поэтому законодательная власть в то время, она не могла мгновенно повлиять на состояние рабочих, вышедших на стачку. Поэтому фактически стачка была направлена против тех коммунистических функционеров, которые продолжали функционировать в правительстве, против тех функционеров, большинство которых было в парламенте, в Верховном Совете. Стачка очень напугала номенклатуру, остававшуюся у власти. И я думаю, что она сильно повлияла на то, что было далее. Далее последовал целый ряд законов и целый ряд решений, которые фактически убирали вот это господство коммунистической партии, а точнее господство партийного руководства высшего, и которые не обязывали людей быть подчиненными коммунистической идеологии. Наш рынок не будет ніколи нормальним, а праця ніколи не знойде задовольняючої оплати, коли Беларусь не завоює свой суверенитет. Ви правильно зробили вже, прийняли, створити стройками всюди, на всіх підприємствах, вигнати усі парткоми, тому що вони не приймають ніякого уділу у стваральній праці. Потребувати, щоб було змінено комуністичне керівництво сродків масової інформації, щоб не сиділи там комуністи на телебаченні, на радіо, во всіх редакціях. Їх треба тільки змінити. Скажите, с какого вы предприятия? Тракторный завод. А какие ваши требования? Ну, думаю, что политические и экономические требования не могут быть удовлетворены. Только политические, когда будут удовлетворены, тогда и экономические начнут действовать, конечно. Потому что партия в своих провозглашениях зашла настолько далеко, что уже возврата, думаю, что у нее просто нет. Тут же все уничтожено. Культура, все полностью. Язык. Возьмите, любой говорят, даже вот нету средств содержать институты наши белорусскомовные, потому что нет средств их содержать. Почему они это не хотят принимать как закон? Потому что им выгодно. Они не хотят просто, не хотят возвращать нам нашу культуру, на наше состояние просто. Завод Белспецкоммунмаш. И что вас привело на эту площадь? Ну, что нас привело на эту площадь? В первую очередь, конечно, то, что игнорируют наши требования, которые предъявили рабочие Верховному Совету. Не хотят слушать. Девушка, пока будет стоять вот этот черный идол на площади, никаких изменений не будет у нас. Никаких. И с этими депутатами, где 90% коммунистов. Нам необходимо для четкой информации на республику и на город Минск иметь 30 минут телевидения с 7 до 9, то есть 19 часов до 19:30. Но только для членов стачечного комитета и ни для кого. Я не думаю, что вы пришли сюда, чтобы прогласить гражданской войне у белорусского народа. Потому что если отличается сегодня наша Белоруссия тем, что мы не допустили еще, и я думаю, я готов вам на растерзание, хотите меня четвертовать на это, я готов на это пойти, но белорусского народа ни одного человека не допущу, чтобы какие-то сегодня промахи были, чтобы пошел человек на человека. Скажем, сегодня среди других единственное, которое мы не допускаем этого момента, и это мне многое стоит. Вам, может, ничего не стоит, но мне это много стоит. Да, вы улыбаетесь. Вы не понимаете, что люди ждут. И мы должны... Я смотрю на эти кадры, я вижу, когда он говорит о том, что нельзя проливать кровь, лучше, если нужна жизнь, возьмите мою.
Он страшно боится, что как раз это и произойдет. Это ведь не Машеров, не Мазуров, не Слюньков, у которых был колоссальный опыт общения с людьми. Слюньков все-таки был директором крупнейшего завода. Мазуров, Машеров прошли через партизанщину. Все. Это было то, что называется номенклатура чистейшей воды, уже без корней. У него страх. Вот я смотрю на эти кадры. Это тот же стон, который был тогда «Уберите Горбачева». Стон от беспомощности. От того, что я ничего не могу сделать. Господи, он ведь в отставку попросится с перепугу. Только не судите.